Этот символ, это древний символ, арийский символ. Все, что говорят об этом ученые, вы можете посмотреть. Я об этом достаточно разъяснительно написал. Не стал вас чересчур сильно грузить. А что касается этих рунов, вплоть до индейцев Северной Америки, Южной Америки, индейцев, те, которые в Индии живут, и индейцев, которые живут в Северной и Южной Америке, этот символ присутствует. И они его считают точно так же своим символом, символ вечности, символ солнца и многое другое. У каждого по-своему. Поэтому я считаю, что этот символ принадлежит именно древним народам. И тот, у кого комплекс неполноценности или комплекс малого народа, у них, конечно же, вполне возможно, это каким-то образом отложилось в голове, что оно принадлежит только им. Кто бы он ни был, какой бы национальности он ни был, тот, кто это говорит, он очень сильно заблуждается. И я вам лишний раз показал, что этот символ принадлежит как греческим, я многое не закинул, грекам. Есть могильные плиты в Боснии и Герцеговине и многих других государствах. Мне просто не хватило всего лишь 10 картинок разместить, а так их до 20 и 30. Вот эти знак-символ. Это же не обозначает, что мы являемся одновременно китайцами, индусами, индейцами, викингами и всеми остальными. Поэтому нести такой бред, и потом еще меня учат и говорят, что якобы там нигде не написано, что оно является, написано. И если бы там было написано, что это древний арийский знак, а не аварский или ингушский, я бы промолчал, я бы не отреагировал на это. Я вам показал с точки зрения науки. Вывод вы можете делать сами можете выбирать, что есть что, где правда, где истина, где ложь. Но если это написал представитель нашего народа, новчего народа, где пытается меня упрекнуть в том, что я якобы не как-то преувеличиваю, и один норнеец мне написал: ваша зависть. Какая зависть? Какая зависть? Это понятное дело, что если другие люди, которые занимаются историей, семиотикой, увидят, они просто-напросто рассмеются. Во-первых, от горшка два вершка. 200-300 лет истории, и они пытаются присобачить символ, которому до 15 тысяч лет. До 15 тысяч лет, 12, некоторые говорят 15. Даже пускай это будет преувеличено, пускай этот знак будет 2000 лет до нашей эры. Где вы и где этот символ? Откуда вы появились? С чего вы взяли, что он принадлежит вам? Опять же, если бы это не касалось нашей истории, может быть, я бы и не затронул. Но этот символ по всей территории нашей Родины. Начиная от западной, заканчивая восточной частью. И там 6 века с Аваристана, что этот запад принадлежит там. Это я только одну картинку закинул, 1-2 картинки. Там очень много этих картинок. С востока говорят свои, с запада говорят свои. Но, однако это, конечно же, не является истиной. Вот. Это как и тамга, который сегодня наши соседи на своем флаге отметили. И, конечно, это вы знаете, что у адыгов, а если точнее сказать современным, у кабардинцев, у черкесов есть целые рода, которые эта тамга находилась на заднем бедре лошадей. Фамилии есть этих князей кабардинских, черкесских.
но ставили там, это есть подтвержденный документальный факт. Но некоторые утверждают, что это вот только наша и ничья больше. Это не является истиной. А когда мы начинаем разоблачать это, почему-то на самой восточной нашей границе, Хуайских башнях, есть везде, опять же, это тамга и символ. В Нашхе есть они, в Чеберлое есть они. Но Чеберлой не граничит даже с восточными землями, там, я не знаю, Ингушетии. И они не строили их там. И в Шаройском районе они есть, я вам показывал. Я лично сам наблюдал их на башнях. Шаройский район не граничит с Ингушетией. И я спрашивал у старейшин, ни один старейшина, которым там по 90 лет, если не больше, говорят, никогда в жизни не слышали, чтобы башни в Шаройском районе строили ингуши. Или что строили их сюли. Такого никогда не было. И эти петроглифы не ставили, ни сюли не ставили, ни ингуши не ставили. И жить не жили, ни одной фамилии там нету. Тем более ингушской. Вот. Поэтому, конечно, я всегда оставляю, я вам даю информацию. А дальше вы решаете сами, что является истиной или не является истиной. Вот. Это по поводу петроглифов и символов, которые якобы приписывают то к целым обществам, то там отдельно к остроевцам, то там отдельно кому-либо, без разницы. Тогда вы уж определитесь, значит, аварцы, ингуши и остроевцы это один народ, что ли? Раз каждый из них говорит, что это их тамга, или их там, символ, или петроглиф. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Я живу, допустим, на левой стороне Аргуна, левобережье реки Аргун, которая никогда не, даже если гипотетически представить, не принадлежала ни Сюле, никому. И у нас на могильных плитах они есть. Включая 21 век, уже на сегодняшний день, на сегодняшних чуртах они есть. Они есть везде. И в Очкое Мартане, и в Гехах, и по всей стороне, и вплоть до Ауховского района. Поэтому нужно это знать и не вестись на провокации. Что касается публикации насчет столицы, которые, опять же, я сделал, Магас, Маас, последний не очень сильно бурно, после особенно моей публикации, там уже подхватили, каждый там говорит свои версии, что там она есть. И мне, честно сказать, я не столько для того, чтобы сказать, что столица была там у нас в Чечне, это опубликовал. А то, что это место отмечено, это место охраняется, что одна из самых наиболее сильных версий, что находилась именно там, Магас находился. Я, чтобы люди были проинформированы, и что это взято не с потолка, что есть основания, что прямо вот то, что я вам показал, экспонаты, они лежат, понимаете? Они лежат прямо чуть ли не на поверхности. Парень, который нашел, Тимур, сам из Алханкалы, вот, и он прямо под ногами нашел вот эти изделия. Керамические они или нет. Уверен, что все это вполне возможно тоже, если отправить на анализ, мы найдем подтверждение, что это того периода. Вот. Не для того, чтобы там есть или кто-то. Нет, мы, честно сказать, я прямо не видел. У нас есть пару человек, которые вот аланисты, так сказать, которые любят эту тему, Паланское царство, любят, ну как там, что мы.
указать. Я этого не сильно любитель. Я знаю, что Аланское царство от моря до моря, есть такая версия, от Каспийского до Черного моря, что оно было. Этой версии придерживаюсь. Я уверен, что Аланское царство это конфедерация была, ни больше, ни меньше. Кто-то может верить, кто-то может не верить в это. Но это дело каждого. Дело в том, что очень мало информации, на каком даже языке говорили. Вот видите, сейчас в последнее время ученые начали утверждать, что в этом государстве жили несколько сразу и тюркские племена, и навчийские племена, и, я так понимаю, сейчас уже говорят, вплоть до и грузины, осетины уже, кто только там не входил в это Аланское царство. Вот. Каждому свое, каждый выбирает то, что он хочет, но мало того, что говорить. Надо не просто говорить, надо пытаться находить подтверждение. Книгу Хасана и остальных, Хасана Бакави и остальных наших докторов исторических наук, профессоров, я зачитываю не просто так, чтобы просто сидеть с вами, время потерять. Или не ради того, как многие указывают, что я зарабатываю, прямо сижу на Анмейлере, зарабатываю то, что иногда кто-то присылает там 100, 200 или 300 рублей. Это почему-то многим когда думают, что я за счет этого живу. Нет. Я живу по воле Всевышнего Аллаха, и Он то, что дает мне, альхамдулиллах. Когда есть возможность, я выхожу на связь, я вам рассказываю, я довожу до вас. Вот. А дальше выбор за вами. Кому верить, что верить. Если мы будем верить в то, что просто сказали, там, едьте, бегает у нас в горах, там, яйца динозавров, 1000000% ковчег, нам 50 тысяч лет и так далее и тому подобное. Но, извините, я не из ряда таких людей. Без разницы, какой бы он национальности не был. И Нохчи Вале, и Ингуш Вале, и Сюри Вале, мне без разницы. Я не хочу так историю рассказывать и позорить свой народ. Вот. Есть нужно со словами быть очень четко. Говорить так, чтобы комар нос не подточил. Сказать, я предполагаю, возможно, может быть, гипотетически, или ну, это гипотеза моя, версия моя, вот полевой материал. А просто от балды сидеть и говорить, мне там мой дедушка рассказал, не зафиксировав, что за дедушка, сколько лет, с какого села, это не подтверждение. Вы же видите, люди сидят, некоторые шляпы одевают и говорят, до Грозного нашей земли. Эти люди, это мне в дедушке годятся, мне 40-летнему. Я не хочу таких сказок. И чтобы мой народ такое говорил, я тоже не хочу. Да, мы идем с опозданием. 20 лет, 2 войны было у нас. Пока другие занимались историей и всем остальным, мы выживали. А сегодня нам приходится все это потихонечку восстанавливать, возрождать. А и многим не нравится. Привыкли, что вот мы сказали, так и есть. Бамут наш, Грозный наш. И вообще, одни сели, левая сторона Аргуна наша, реки Аргун, другие правая сторона Аргуна наша. Понимаешь, их позвали, чтобы не делали набеги. Продержали, прокормили в качестве менеджеров. А потом уже, когда восстановили, сказали, давай, кто не согласился, убили, кто согласился, успел, убежали. И теперь они пытаются где-то указать, что это было их. Да не было это никогда их. И не будет. С кем они воевали? Их армии здесь не было. Их городов здесь нету. Могил их нету.
Если они утверждают, что мы держали, где это все? Где? Где доказательства? Археологические, исторические. А путешественники, да, фиксировали на момент, когда пришли. До сих пор хазарский каганат, бывший одним из мощнейших государств, никто не может сказать, кем, кто же управлял все-таки, кто, что оно было, еврейское, тюркское, я не знаю, кипчаки, кто управлял им всем. Никто не может сказать однозначно. Есть предположения только. То же самое с Аланским царством. Что вы удивляетесь? Это два мощных государства, которые историки не отрицают существование, но до сих пор не могут доказать, кто же был, кем там был. Да, я знаю, что есть некоторые и грузинские источники, и осетинские, которые утверждают, что однозначно Аланское царство руководили они. Есть и чеченцы, которые утверждают, что в руководстве Аланского царства стоял Эйл-Хас из Тайпасадлы. Есть много, сколько. Я уверен, что и карачаевцев то же самое. Возможно, и балкарцы говорят то же самое. За адыгами такого не наблюдал, хотя вполне вероятно, потому что часть адыгеев входила в Аланское царство. И есть информация, мы знаем точно, что Тамерлан начал с западных, самых западных земель Аланского царства уничтожение. Это был, речь там идет как раз о Карачаево-Черкесии, имеется в виду об адыгских землях. Поэтому нужно всегда знать, что говорить, как говорить. Спешить не надо, нужно читать, проверять. Не путайте авторитетных ученых, историков с любителями, у которых оказалось бабло, и которые за финансовую поддержку определенных лиц, получая, печатают в угоду какую-то историческую информацию. Ученые должны быть авторитетные, которые проработали в этой области, которые могут сказать. И даже таким ученым, имеют ли они какой-нибудь вес международный, непосредственно на международном уровне. Историки есть и местечковые, краеведы и так далее и тому подобное. Если вам начинают говорить о том, что нет, я 100% уверен, что это было наше, а этот человек себя запятнал, он, не абстрагируясь, занимал одну позицию, касаемо непосредственно его истории, его народа. Нужно быть осторожнее. Почему? Потому что мы видели книгу Нурдина Кадзоева, который себя называет историком. Мы говорим о книге Абадиева Идриса, которого считают все редактором непосредственно этой книги. Но мы видели, сколько там лжи и клеветы на весь народ было, а вроде бы взрослый человек. И запятнал в оскорбление близко родственного народа, запятнал себя. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали и знали, о чем идет речь. Задавайте вопросы, интересуйтесь, рассказывайте, если вы знаете об этой ситуации. Я не утверждаю, что я знаю все. Возможно, в какой-то книге где-то вы увидели что-то того, чего не видел я. Тогда мне будет проще с вами вести дискуссию. Возможно, я уверен, что я был в многих вещах, я не прав. В истории это такая наука, говорить 100% невозможно. Это может сделать только Всевышний Аллах. 100% историков, которые говорят правду, быть не может.
Вот так-то. Ассаламу алейкум. Да. Башлан, звук у тебя слабый. Я не знаю, честно сказать, у меня звук добавленный, слабый, он сильный. К сожалению, я спросил в самом начале, как звук. Все сказали нормально. Я оставил. Если бы я знал, что звук слабый, я бы зашел в YouTube, чтобы здесь, зря не говорить, повторять я, конечно, к сожалению, не буду. Но то, что я сказал, я надеюсь, многие услышали. А если не слышно, Ибрахим, слышно, я бы на YouTube перешел. Вроде сказали, слышно все. Ибрахим, хешваца с YouTube чудиевали? Восемь участников, все молчат, я же не могу узнать. Слышно, нормально. Наушник сейчас, нормально слышно, без наушников Да? слышно тебя. Нормально слышно? YouTube что, асауи? Хатта ждуй. Есть вопросы, пожелания, высказывания. Вы же знаете, что здесь можно даже, чтобы было видно прямо, говорить. Нажимаете камеру и заходите, можете, чтобы было вас видно, вести дискуссию. Вроде эта функция есть еще, по крайней мере. Вот, Ибрахим зашел. Вот. Ой, тонкие связи, аук. Başla. Ау. Uçağım, YouTube çuval, işçiler, YouTube çuval, şu da ateş. Хубара, Ибрахим. Sama olana. Ибрахим. YouTube çuval, şu da ateş, bayarız başla. Давайте так, соец арвач, очень сразу данные рясти еще видео сохранится. Asa, ящик сарым ихтива, айнауса дәстин. Хорошо, хорошо, давайте, уважаемые друзья, тогда я перейду в YouTube. Переходите все на YouTube, на канал bashlam.39 live. Мы можем продолжить там эфир в YouTube, поскольку здесь, видать, нехорошо слышно, я не знаю, ну, говорят, не слышно, может, слышно, у всех есть YouTube. Зайдите на канал в YouTube bashlam.39 live. На YouTube есть наш канал, заходите туда, и мы продолжим дискуссию. Там можно сразу и печатать вопросы, задавать вопросы, и будет намного проще, наверное, нежели чем здесь. Не теряйтесь, продолжим.